Наш фильм мы начинаем с кадров женского хоккейного турнира Олимпиады в Сочи. И не случайно. В составе сборной России в ней принимала участие воспитанница альметьевского дворового хоккея Ольга Сосина. И своей игрой, своими заброшенными шайбами вносила весомый вклад в победы команды. Успехи Ольги – один из ярких примеров действенности программы развития хоккея, проводимой компанией «Татнефть» на юго-востоке Республики Татарстан. В Альметьевске уделяют очень много внимания хоккею. Я вот начинала, допустим, у меня во дворе коробка, и я играла в дворовый хоккей, потом тренировалась с мальчиками, меня приглашали в «Нефтяник». Теперь вот играю в сборной. На Олимпиаде мне помогало то, что я думала всегда, что в Альметьевске обо мне всегда думают, всегда переживают, болеют, поддерживают. Мне это придавало больше эмоций, сил, наверное. Фраза «хоккей – спорт номер один» в Альметьевске и во всем нефтяном регионе республики звучит по-особому. Центр развития ледовой игры здесь – хоккейный клуб «Нефтяник». Можно сказать, что это уникальный клуб. Уникальность заключается в возложенных на него задачах. Деятельность не ограничивается, как обычно принято, командой мастеров, молодежной дружиной и подготовкой игроков в спортивной школе. Есть еще одно важное направление – развитие массового хоккея. Оно включает в себя сразу несколько аспектов. Организацию работы спортивных школ при ледовых дворцах, построенных «Нефтяниками» на юго-востоке республики, контроль за работой и состоянием более чем сотни хоккейных коробок при подростковых клубах, подбор и обучение тренерского состава, формирование команд и обеспечение их формой, проведение массовых соревнований. Еще раз надо сказать, что, конечно, огромное спасибо «Татнефти», огромное спасибо президенту Федерации хоккея Татарстана Шаяту Фарашеву Хуйдинову, огромное спасибо генеральному директору акционерного общества «Татнефть» Наилу Фатусу Маганову, потому что вот такие соревнования, они дорогостоящие, требует очень много, как говорится, средств. Невозможно было бы организовать без такой серьезной, колоссальной, будем говорить, фундаментальной поддержки. Масштабы массовых хоккейных состязаний поражают. В них участвует более 150 команд – дворовых, детских, сельских, рабочих, любительских, студенческих. В общей сложности это более 3000 хоккеистов, обеспеченных всем необходимым для полноценных тренировок и игр. Почти половина из них играют в самом популярном турнире – Кубке открытого акционерного общества «Татнефть». Он проходит уже 13 лет и в последние годы объединяет сразу 56 детских команд. Они разделены по географическому принципу на конференции и дивизионы, названные именами прославленных нефтяников, героев Советского Союза и социалистического труда. Возлагаю огромную надежду, что они вырастут настоящими хоккеистами. Потому что у нас таких сильных две команды, «Нефтяник», «Акбарс». Надо воспитать, вырастить новое поколение, чтобы достойных нынешним прославленным хоккеистам. Лишь немного уступает Кубку Татнефти по массовости еще один детский турнир на призы журнала «Нефть и жизнь», где сражаются 52 команды. Количество соревнований постоянно увеличивается, потому что хоккей на юго-востоке республики стал доступен всем. Новшество последних лет – создание рабочей хоккейной лиги, в которой играют работники Татнефти, и 2 турнира на кубок хоккейного клуба «Нефтяник» среди городских любительских команд и среди юных сельских хоккеистов Альметьевского района. Ребята, каждой деревне уже подтягивается. Помощь и результат поддержки Татнефти чувствуется, потому что Татнефть нам оказывает материальную помощь. Хоккейная экипировка, хоккейные клюшки, все дается. И лед заливать, и тем более оплачиваемые тренерские ставки. Массовый спорт – очень важное направление деятельности. Но основное внимание в хоккейном клубе «Нефтяник» уделяется команде мастеров, фарм-клубу и подготовке кадров для обеих дружин. В прошедшем сезоне детская юношеская спортивная школа «Нефтяник» снова выступила успешно. В остром соперничестве с 44 хоккейными дюш региона Поволжья, среди которых авторитетные школы из крупных промышленных центров, в том числе представляющих клубы КХЛ, она заняла 3-е место в общекомандном зачете. Альметьевцы пропустили вперед только школы из Казани и Нижнего Новгорода, опередив сильных соперников из Тольятти, Нижнекамска, Пензы, Саратова, Ижевска, Самары. Сразу 4 из 5 команд «Дюш «Нефтяник», выступавших в первенстве России в регионе Поволжья, стали призерами. Дружины игроков 1997, 2000 и 2001 годов рождения завоевали серебряные медали, а хоккеисты 1999 года – бронзовые. У нас достаточно ровные 3 звена. И вот этот стабильный состав, то есть уровень игры, который они показывают, принес такие вот результаты в этом сезоне. За 12 туров до окончания чемпионата мы уже решили свою задачу. Хочется отметить нашего генерального директора клуба, который нам очень помогает, большое внимание уделяет школе. Мальчишки играют в хорошей форме, с хорошими клюшками. Это еще плюс ко всему хорошее финансирование. В общем, в принципе, очень большое внимание уделяет
школе. Стоит отметить, что сразу несколько хоккеистов Альметьевской спортшколы показали высокие индивидуальные результаты, став лучшими в первенстве. Конечно, помогали партнеры, тренер на тренировках работал усердно, старался. Тренер давал все такие задания, которые подходили под игру, и это мне помогало в игре забивать, отдавать передачи. Сразу 7 нынешних выпускников, хоккеистов 1997 года рождения, уже стали игроками основного состава молодежной команды «Спутник», играющей в первенстве МХЛ. Настоящим открытием года стал Роман Сатаров, прочно занявший место в составе «Спутника» и забросивший несколько важных шайб в решающих матчах плей-офф. В молодежной лиге хоккей, он очень побыстрее, чем в школе. Больше скорости, нужно быстрее думать, быстрее отдавать передачу. Было нелегко, но все-таки я старался, доказывал то, что я вообще чего-то стою. Тренера очень доверяют мне, выпускают, играют и дают шанс. У всех этих ребят есть замечательный пример выпускника школы прошлого сезона Александра Дергачева. Минувшим летом он впервые в истории альметьевского хоккея был выбран на драфте КХЛ. Причем уже в первом раунде клубом Ильи Ковальчука СКА Санкт-Петербург. Большинство ребят мечтает играть в казанском «Акбарсе», с которым у «Нефтяника» налажено тесное сотрудничество. В составе главной команды республики уже играют Василий Токранов и Артем Лукаянов. А в этом сезоне в молодежный «Барс» перешли альметьевские воспитанники Эдуард Васильев, Евгений Филин и Владислав Арбузов. Альметьевск помогает коллегам и на юношеском уровне. Лидерами казанских команд являются Дмитрий Каштанов, Дмитрий Самсонов, Айрат Вильданов. А недавно ведущий тройка нападения «Нефтяника-99» Максим Марушев, Алексей Бархаткин, Даниил Марушев помогла «Акбарсу» завоевать серебряные медали в клубном финале первенства России. Турнир был очень интересный, получили колоссальный опыт, играли с грандами хоккея, такими как ЦСКА, Динамо, Локомотив. Заняли 2-е место. Турнир очень понравился. Наша тройка я сыграл, я считаю, неплохо. Забили много голов, помогли команде. Каков же путь в большой хоккей? Как построена работа в школе хоккейного клуба «Нефтяник»? Всего здесь занимается около 500 юных хоккеистов в 12 возрастных группах. В их распоряжении находится свой ледовый стадион. Для ребят созданы все необходимые условия для тренировок и спортивного совершенствования. Самые громкие слова в адрес руководства «Татнефти», конечно. Во всем мы ощущаем эту поддержку. Можно понять, насколько промышленникам, сколько у них своих забот, хлопот ведущей организации не только на российском рынке. А они видят каждого нашего ребенка. В школе «Нефтяника» все подчинено главной цели – подготовке достойной смены. Мелочей здесь нет. Об этом можно судить уже по первому этапу – набору в группы начальной подготовки. Тренеры посещают все детские сады Альметьевска, отбирают перспективных ребят, беседуют с родителями. Регулярно проходят дни открытых дверей, когда мальчишки и девчонки могут побывать в раздевалке, примерить хоккейную амуницию, сделать первые шаги на коньках. Затем уже наступает время первых тренировок, матчей и соревнований. На их пути будут и поучительные поражения, и преисполненные восторгом мгновения победы. И на протяжении всего обучения самыми преданными болельщиками остаются родители. Хотелось бы сказать огромное спасибо тренерско-преподавательскому составу детско-юношеской спортивной школы. Непосредственно отметить Измайлова Николая Ивановича, директора школы. Также хотелось бы отметить руководство клуба Насреддинова Джамиля Мизбаховича, генерального директора Альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник». И особые слова благодарности в адрес акционерного общества «Татнефть». То есть непосредственно при их поддержке, участии наши дети могут воплотить свою мечту. Есть в хоккейном клубе «Нефтяник» и интернат для ребят, приехавших из других городов. Высокие места команд школы в соревнованиях и прежде всего созданные в ней условия привлекают юных хоккеистов и их родителей не только из Татарстана. Мы в этом городе играем первый сезон. То есть у меня ребенок, Нурулин Роберт, 18 номер, пригласили с Ижевска. У нас там детский спорт, к сожалению, не поддерживают, а тут все условия, прекрасный интернат, прекрасные условия для занятия хоккеем, то есть спортзал, лед, все это есть. У нас, например, там лед дают половину площадки на один возраст. Уже в группах начальной подготовки воспитанники школы начинают участвовать в турнирах. Например, на призы Деда Мороза. С возрастом им на смену приходит первенство Республики Татарстан, а затем уже и выступление в первенстве России. Я приехал с Агрыза. Здесь уровень уже совсем другой. Думать надо побыстрее. Везде идет контакт. Прибавил в катании, умом, хоккейным мышлением.
Руководство хоккейного клуба «Нефтяник» постоянно ищет новые пути работы школы. 2 года назад появилась девичья группа. У девчонок есть замечательный пример Ольги Сочиной. В этом году команда «Нефтяночка» вне конкурса выступила в Кубке Татнефти. А совсем недавно в стенах школы прошел первый девичий турнир, в котором альметьевские хоккеистки завоевали серебро. Если бы мы продержались, то мы могли бы и первое место занять. И то, что в нашем родном городе мы могли бы стать чемпионами. Нам очень хорошо, потому что раз такой турнир сделали, как хорошо, призы, там, счастье, как медали. Когда отгремят ледовые баталии, по окончании каждого сезона в Дюш наступает его эффектная концовка, торжественная церемония закрытия и подведения итогов. Это бренд альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник». Создан он был нашим генеральным директором Джамилем Срединовым. Почему я на этом вот так вот останавливаюсь? То, что я наверняка знаю, и я могу с полной ответственностью заявить, что даже самые именитые хоккейные клубы России, и включая и зарубежные хоккейные державы, да, не могут этим похвастаться. Ребята меняют форму на костюмы и вместе со своими тренерами и родителями заполняют гостеприимный зал Дворца культуры «Нефтче». Весь вечер не смолкают аплодисменты в честь лауреатов сезона. Лучшие наставники и лучшие хоккеисты удостаиваются заслуженных наград, а лучшим командам вручают завоеванные в сезоне медали. Единение всех, кто причастен к хоккею в Альметьевске, проявляется не только в дни торжеств. В нынешнем сезоне беда пришла в семью Амира Абсалямова, юного воспитанника хоккейной школы «Нефтяника». Мальчик и его родители не остались в одиночестве в борьбе со страшным диагнозом. На их беду откликнулся весь Альметьевск. Во Дворце спорта «Юбилейный» в счет сбора средств на лечение прошел благотворительный матч, инициаторами которого стали бывшие воспитанники спортивной школы. А все работники и игроки хоккейного клуба «Нефтяник» перечислили однодневную зарплату. Миссией работы школы является подготовка игроков для команд мастеров альметьевского «Нефтяника» и казанского «Акбарса». Чтобы мечта воплотилась в жизнь, ребятам предстоит еще много трудиться, доказывать свою состоятельность среди сверстников, а затем в фарм-клубе. В Альметьевске все поставлено на хорошую ногу, да, как говорят. Все очень хорошо организовано, нет мелочей, есть понимание, что и кто должен делать на каждом на своем месте, начиная от водителя, уборщицы и заканчивая президентом клуба. Недавно в Альметьевске прошла игра с глубоко символичным значением. В матче поколений встретились подопечные тренера Александра Комарова. Ребята 1999 года рождения, и его последний выпуск – один из самых успешных в истории альметьевской «Дюш», хоккеисты на 10 лет старше. Получается в год 1-2 раза покататься здесь. И этот лед мой родной. Очень приятно здесь играть, и дух болельщики, все свои, очень хороший праздник. Приятно, что именитые игроки не забывают свою альма-матер и готовы поделиться секретами мастерства. А нынешние воспитанники школы могут воочию убедиться, что нет ничего невозможного. И при упорной работе и целеустремленности можно добиться самых больших высот и прославить альметьевскую хоккейную школу. Здесь в Казани не так сильно видно, как серьезно развивается хоккей во всем Татарстане. Да, мы привыкли, что у нас в городе много дворцов, но такое количество турниров, которые проходят, к примеру, в Альметьевске, благодаря усилиям как раз-таки клуба «Нефтяник», ну, это дорогого стоит. Вообще не знаю, есть ли где-то в России, чтобы профессиональная команда проводила турниры, чуть ли не начиная от сельской лиги, заканчивая рабочей лигой, где играют уже достаточно взрослые люди, даже, можно сказать, в некоторой степени и ветераны. Ну, остается, наверное, пожелать только, чтобы и главная команда мастеров также начала радовать своими успехами. А успехи спортшколы уже есть. Но что же, ждем, когда «Нефтяник» все-таки привезет Братинова в Альметьевск. В следующем сезоне альметьевский хоккей будет отмечать 50-летний юбилей. Это событие станет знаковым не только для нефтяной столицы, но и всего юго-востока Республики Татарстан. Пожелаем хоккеистам в черно-белой форме успехов на всех фронтах, от турниров самых юных до высшей хоккейной лиги.